выходят за пределы Национального архива, это практически нонсенс, можно так сказать. И арт-проект направлен на празднование Дня Республики. 27 апреля у нас будет День Республики, мы готовимся к столетию нашей республики, государственности. И, дорогие гости, студенты исторического факультета, я хочу сказать о том, что здесь лежат памятники, именно историческая память нашей с вами Родины, нашей малой Родины, Республики Саха-Якутия. Хочу предоставить слово директору парка Дмитрию Ивановичу. Виктор Иванович. Спасибо, Николай Георгиевич. Уважаемые друзья, во-первых, я хотел бы всех поздравить с знаменательной датой в жизни нашей республики, Днем Республики Саха-Якутия, с Днем принятия Конституции Республики Саха-Якутия. И вот в канун этого праздничного дня очень важно, что мы открываем такую выставку в историческом парке, учреждений, которое призвано популяризировать историю России, историю нашей республики. Вот эти временные выставки, которые мы периодически организуем, они раскрывают те или иные вехи, аспекты развития нашей республики и России. И, конечно, такая идея, которую предложил Айтал Игоревич, сделать выставку, посвященную нашим деятелям, которые творили в те сложные годы, которые отстояли, добились, обосновали необходимость создания государственности Якутии. Это, считаем, очень символично, между прочим, потому что вот эти документы, которые с помощью Национального архива республики нам сегодня любезно предоставлены, они дают возможность увидеть, как творили первые руководители республики. Их почерк вы можете прочитать, документы, допустим, якутский алфавит, которым непосредственно занимался Сидор Никифорович Барахов. Он был человеком очень разносторонним, занимался и получается, реализовывал и языковую политику, вообще был ученым, и экономистом, разносторонним человеком. Максим Кирович Амосов, мы все прекрасно знаем, какую роль сыграл этот человек не только в развитии Якутии, и в развитии Казахстана, и Киргизии. Это документы, автобиография Платона Алексеевича Аюнского. И, собственно, есть здесь документы, которые собственноручно написаны. Это объективка, кадровая справка Степана Максимовича Аржакова. Конечно, мы все прекрасно понимаем и помним, какую сложную и трагическую судьбу они пережили, их родные, и вместе с ними и вся страна, и наша республика. Конечно, это мы должны всегда помнить. Поэтому для того, чтобы наше молодое поколение окуналось в ту эпоху и проникалось этой информацией, как-то ее через себя пропускала, анализировала, чтобы думала о том, на примере наших предыдущих поколений руководителей, интеллигенции, творческой интеллигенции, ученых, чтобы они могли сегодня привнести в развитие своей родной республики. Для этого мы хотим, чтобы этот проект был долгосрочным. Мы хотим наладить сотрудничество с музейными учреждениями и также, конечно, с нашим главным национальным архивом, чтобы эти проекты были у нас успешными и раскрыли много интересных фактов для наших жителей и гостей нашей республики. Спасибо. Я хочу взять 3 минуты, чтобы рассказать смысл вообще выставки. Как вы заметили, у нас зал у нас маленький, тут ничего лишнего нет. Это дает именно... Мы сначала думали, как с командой, как вообще предоставить эту выставку. Музыка какая-нибудь, например, или какие-нибудь атрибуты государственной власти. Но потом мы пришли к такому моменту, что акцент должен быть все равно конкретно на документах, потому что название проекта это есть документы, но самая главная атмосфера, которую передает, это именно
почерки, именно то, как написано, чем написано. И даже если внимательно посмотреть, мы все привыкли к такому формату, как, например, А5, А4, А3. И вот даже листочки, которые здесь находятся, они совсем другого формата. То есть мы с вами говорим о том, что через эти листочки, через эти почерки мы раскрываем именно понятие вообще исторической памяти. Я хочу предоставить слово Вячеславу Сергеевичу, представителю Национального архива. Он как раз подробно расскажет вообще о том, как эта выставка организована, какие документы предоставлены и смысл вообще документов. Да, смысл, насчет смысла, я думаю, уже все достаточно подробно уже сказано и раскрыто. Хотелось бы просто сказать, что поскольку Национальный архив является учреждением, в котором хранятся документы практически по всей истории Республики Саха-Якутии, если брать хронологию, то это уже начиная с 17 века до наших дней. В общей сложности хранится около 1,5 миллиона единиц хранения, а единица хранения это, ну если внешне так просто себе представить, это нечто подобное, как книга, да? Но вместо страниц там внутри находятся документы. Получается, самих документов еще больше, чем 1,5 миллиона. Поэтому можно вот представить себе весь этот пласт, и среди этих документов хранятся и такие замечательные документы исторического такого значения, которые раскрывают нам историю жизни наших исторических личностей, которые стояли на истоке якутской государственности. И вот когда смотришь архивные документы, ты понимаешь, что вот эти бумаги когда-то держали в руках вот эти исторические персонажи, исторические деятели, которые сделали так много для нашего народа и для нашего родного края. И вот огромное расстояние, которое создает года, десятилетия и столетия, они мгновенно стираются, и возникает ощущение, будто эта бумага лежала в руках этого человека совсем недавно. Как будто все эти тексты были написаны еще только вчера, а теперь они уже лежат перед тобой. И историк, если человек занимается историей, если человек интересуется ею, то он прямо может ощутить и дух времени, и ощутить некую такую тонкую связь, которая соединяет его с той эпохой великих свершений. И в этом как раз и заключается весь смысл и работы архива, то есть дать человеку, дать народу, дать любому вообще гражданину возможность прикоснуться к истории, возможность обрести информацию, знания, а также создать такую вот связь, получается, времен и связь поколений. Вот. Конкретно эта выставка была создана, составлялась с целью именно показать некоторые страницы жизни. Понятное дело, что документы, они очень многочисленны, их невозможно вот взять и просто в течение короткого времени, во время одного единственного мероприятия показать прямо все. Да? Поэтому вот именно сегодня, как пример, были выбраны несколько документов, которые были написаны именно непосредственно руками этих исторических личностей, чтобы вы смогли увидеть и ощутить прикосновение истории, так сказать. Я на этом, пожалуй, закончу и хочу вот пригласить всех тоже, к тому, чтобы прикоснуться к истории. Спасибо за внимание. Выставка направлена, мы как раз работаем на факультете, у нас магистратура работает, есть предмет, называется историческая память, менеджмент в сфере охраны культурного наследия. И то, что мы вот сидим, собрались сегодня у нас магистранты истории культурного наследия и кибермедиатехнологии. И когда мы с вами говорим про историческую память, то, что мы сейчас смотрим, видим, это мы формируем с вами историческую память. И когда мы с вами говорим про историческую память касательно республики Саха-Якутия, истории республики, то для жителей республики якутян понятие республики, понятие 30-х годов, понятие Амосов, Аржаков, Аюмский, Барахов, это уже не просто историческая память, но это еще и культурное наследие, это культурный фонд нашей страны, нашей республики. К нам сегодня пришел в гости Николай Афанасьевич, руководитель департамента по охране культурного наследия Республики Саха-Якутия. И разрешите предоставить слово Николаю Афанасьевичу. Скажу коротко, уважаемые коллеги, я очень рад сегодня видеть своих коллег из исторического факультета, Наталью Тоновну, Юрию Гордину, учителей. И
и тех ребят, которые учились со мной. Когда я смотрю, мы смотрим эти документы, видим их почерк, важно то, что мы должны попытаться понять становление этих личностей, как они достигли таких высот, о чем они думали, из-за чего страдали, что хотели и так далее. Это очень важно. Вот я вижу сегодня студентов, и когда история, на самом деле история это человек, это его психология, это его жизнь, прошлое, настоящее, и как ни странно, история это наше будущее, поскольку история имеет свойство возвращаться, все к личности мы его называем. Поэтому, когда мы смотрим документы, мое пожелание искренне, чтобы вы попытались вникнуть в личность человека. Документы прекрасно, фотографии вырезаны. Да? Вот сейчас вам рассказывали, и тот человек, который вырезал эту фотографию, о чем он думал, что хотел. Если мы не будем изучать эти моменты, когда будет вырезать эти фотографии, очень скоро может вернуться. Поэтому мы должны изучать. И я искренне всегда благодарен своим коллегам из Музея моей истории, что их выставки всегда живые, креативные, и искренне желаю, чтобы вы также продолжали. Спасибо. Спасибо большое. Так, дорогие гости, я считаю, что выставка уже официально открыта, и я вас приглашаю на первую экскурсию по нашей выставке. Экскурсию буду проводить лично я, как один из авторов этого проекта. Нам подошла еще наша коллега Лена Никентьевна, она подойдет, она может и у нее взять вопросы, какие-то интервью, например, да? И мне, надеюсь, поможет Вячеслав Сергеевич конкретно по документам. Начнем давайте с книги Барахова. Подойдите, пожалуйста, сюда. Причем это не книга Барахова, книга написана, опубликована в 1933 году. То есть наши бабушки, которые живут с нами сейчас, они являются прямыми свидетелями этой книги. 84 года, да? Да, 84 года. Да, вот этой книге уже больше 80 лет. Эта книга, если вы видите, да, там есть вот пометки синим, красным и карандашом, это почерки Исидора Барахова. То есть кто такой Исидор Барахов? Исидор Барахов – это человек, который является одним из людей, которые было всего лишь чуть больше 20-30 лет, и они с нуля создавали экономику и вообще вот систему существования республики 30-20-е годы. Именно эти люди являются теми товарищами, большевиками. Вот Исидор Барахов, например, про себя говорил, что он в 19 лет уже себя считал большевиком, да? То есть это уже такой момент. Мы можем здесь увидеть портреты Ленина, Сталина и самый вот эпохальный момент, да, вот вырезали фотографии. Мы знаем о том, что была такая практика в 30-е годы, что такой политические репрессии, и те люди, которые попадали вот под политические репрессии, а до этого успевали попасть в учебники, их просто вот заходили и вырезали или зачеркивали в таком формате. Это есть вот прямой свидетель этого факта. Если говорить про эту книгу, эта книга является уникальной. Почему? Потому что автор этой книги Емельян. Не, он редактор. Редактор этой книги, он стоит в титульном листе, Емельян Ярославский, редактор. А вы знаете о том, что Емельян Ярославский – это человек, который воспитал практически все первое руководство нашей республики. Все молодые большевики, они прошли через кружок Емельяна Ярославского. Емельян Ярославский, 1933 год, книга называется «История ВКПБ», Всероссийской коммунистической партии большевиков. И если, например, эта книга должна была выйти в 3 томах, и мы с Ириной Никифоровной как раз сейчас говорили, было выпущено только 1 том. Но дело в том, что, конечно, вот по поводу до 1938 года должен был, конечно, это сделать, но в 1938 году вы помните, что выходит краткий курс истории ВКПБ, и поэтому вообще закрывают эту тему истории ВКПБ. То есть первый том, который вышел, и второй должен был выйти и так далее, да, но в связи с тем, что мы тоже только предполагаем по поводу того, что когда
начинается, ну, не репрессия, а гонение на Ярославского, когда он пошел, ну, то есть в отпуске оказался, а его исключают из Академии наук и так далее. Возможно, что лично встречался со Сталиным. И, возможно, получил, ну, такой разговор по поводу того, что или соглашаешься подписывать такую книгу, как «Краткий курс истории ВКПБ», что ты будешь согласен со всеми этими, или, значит, будет продолжаться та самая линия, и что с тобой будет и так далее. Но Ярославский же прекрасно знал, кто такой Сталин. И поэтому мы с вами уже видим, что в 1938 году уже выходит сначала журнальный вариант, или, вернее, даже газетный вариант, потом журнальный, а потом уже и сам краткий курс истории ВКПБ. И там мы с вами видим надпись, да, что главный редактор Ярославский. Вот, то есть тут история у нас еще с продолжением получается. Да, то есть вот Юлия Никифоровна, я вас представлю, да, Ермолаева Юлия Никифоровна, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой всемирной, отечественной истории, археологии, этнологии, исторического факультета СВФУ. Как раз вот тут стоят студенты третьего курса, там есть предмет историография, и эта книга там стоит в одном из пунктов, вот, по 20 веку. Ну, сама книга, она вот такой мощный памятник, да, но я хочу озвучить следующий момент, то, что у нас стоит большая проблема в музеях, маленьких музеях, муниципальных музеях, то, что такие памятники, такого значения, с таким смысловой нагрузкой, да, они хранятся буквально, ну, скажем так, в каких-то простых полках, книжных полках, да, в таком формате. Вторая книга, она не менее исторична. Мы знаем о том, что Изидор Никифорович был одним из самых получивших высшее образование из первых руководителей республики. И также он работал, ну, скажем так, в Кремле. Почему? Потому что Изидор Барахов, как экономист, он понимал всю суть экономики, вот это красивое слово, хозяйствование, как развивать хозяйство на местах. Когда мы говорим с вами о Якутии начала 20 века, это и Приморский край в том числе, и Якутская область, вот огромная территория, которые практически люди жили в тайге, в лесах, в горах, как говорится, да, и у них было традиционное хозяйство. И Изидор Барахов — это человек, который один из идеологов, наряду с Амосовым, Маюнским, идеологов создания вот комплексной экспедиции 30-х годов. И как раз вот эта книга, она звучит так: сельскохозяйственный словарь-справочник. И очень красивая подпись, личная подпись Изидора Барахова мы видим, да, и эта книга, этот словарь-справочник помогал Барахову, помогал Якутии в 30-е годы формировать свою экономику практически с нуля. Если я так скажу, да, это будет правда. А вот правда ли то, что там, может быть, если он лежал в Кремле, его держал как, может быть, Сталин, да, допустим, или Ленин, например, это, конечно же, из разряда политического мифа. Ну, я хочу предоставить слово нашему коллеге из Национального архива Вячеславу Сергеевичу. Он вот подробно уже более расскажет о документах, да, уже конкретно документах. Спасибо. Ну вот эти документы мы все уже посмотрели же, да, в начале самого, да, что я вот рассказывал. Ну и для тех, кто не услышал тогда, получается, вот проект якутской транскрипции, написанный от руки Изидора Барахова. В этом же деле находится и целый доклад с обоснованием, как должно писаться и вообще в чем важность, в чем смысл внедрения вот этого алфавита. Ну и то есть вот тоже такие не просто документы, к которым прикасались исторические личности, но и тоже живые свидетели вот, истории, да. И такие документы есть: личный листок по учету кадров Аржакова, то есть все члены партии, у них были такие личные листки, и они очень удобные, если у историка есть цель писать биографию человека. Вот я, например, в начале своей трудовой карьеры в архиве работал в отделе, который занимался исполнением запросов, а также составлением выставок и так далее. Если в запросе человек, биографию которого хотят узнать потомки, да, если он когда-то состоял в партии коммунистической, то у него обязательно будет такой личный листок по учету кадров.
Он удобен тем, что здесь в таблицах прямо указывается, в каком году где работал человек, и уже исходя из этой начальной информации первой начинаются поиски. То есть, если у человека есть личный листок по учету кадров, это, можно сказать, первый шаг в начале исследования его биографии. Вот этим историческая ценность таких документов и объясняется. Вот есть еще один такой интересный документ. Тут просто можно увидеть почерк Исидора Барахова и его подпись тоже. Вот. Ну, с течением времени мы видим, что чернила немножко потускнело. И... Это чернила, это карандаш. Это чернила, да? Да, по-моему, да, это карандаш. Все равно вот, чернила тоже есть. Пометками. Да, с течением времени тексты иногда затухают. У нас в архиве есть специальный отдел, который занимается реставрацией этих таких документов, да, и они вот в своей работе используют такие научные методы, которые основываются и химией, и физикой. Ну, у них своя вот такая работа есть профессиональная. Их работа регулируется, контролируется, и они рецепты свои, всей своей деятельности они получают напрямую из Росархива, то есть это все централизованная деятельность, научно обоснованная. И вот здесь вот можно видеть такой вот интересный документ 26 года. Ну, бумага уже качеством пониже. Я хотел бы особо подчеркнуть, что дореволюционная бумага зачастую она качеством выше, чем советская бумага 20-30-х годов. Ну, возможно, это характерная черта нашей республики, потому что, ну, понятное дело, наш регион находится далеко от центра, и зачастую можно видеть, что даже официальные документы, они писались просто на первой попавшейся бумаге. Да. Иногда документы писались вообще на газетном листе, то есть газета, статья газетная, и поверх нее рукой просто написано, ну, нехватка бумаги. А вот в дореволюционный период прямо специально доставлялась бумага высокого качества, она очень плотная. И даже когда она написана аж в 18 веке, она вот прямо чувствуется, насколько она хорошо сохранилась. Но это, конечно, тоже зависит во многом от условий хранения, потому что если документы хранились ненадлежащим образом, а в Якутской области такое наблюдалось очень часто до революции, да и после революции некоторое время тоже. И поэтому иногда встречается и ветхая бумага. Вот. Давайте вот к следующей витрине подойдем. Здесь тоже у нас есть интересные документы. Вот. Первый документ, который я хотел бы представить вашему вниманию, это автобиография Платона Алексеевича Аюнского. Да, тоже написано его рукой. Ну, я вот скажу, как человек, который непосредственно участвовал в работах по изданию сборника его документов, скажу, что его почерк ни с каким другим почерком спутать ну, сложно, невозможно даже сказать, потому что он, как видите, пишет таким вот стройным образом, как будто вот письмо льет из него вообще вот таким вот потоком, да? Мысль стройная, идет, аккуратно все написано. Ну, понятное время, дело, тогда в то время учили не только писать, но и писать аккуратно, чисто, чтобы было красиво, потому что каллиграфически, да, потому что рукой писались официальные документы, тогда машинопись встречалась не всегда, очень редко даже. Вот, даже после Октябрьской революции некоторое время документы исполнялись больше всего, ну, большей частью именно от руки. Поэтому вот, особенно человек, который занимал такую высокую должность, обязан был писать аккуратно, чисто. Ну и здесь мы видим, что вот, документ 1937 года. Почти без помарок же. Да, почти без помарок. И человек, Платон Алексеевич Аюнский, он же все-таки не просто государственный деятель, он и культурный деятель, он и писатель, он и поэт. Наше все, да, можно сказать. И человек, вот прямо по почерку видно, его склад ума творческий. И ученый. И ученый тоже, да. Вот еще два таких интересных документа. Это тетради ученика 4 класса Якутского городского 4-классного училища Максима Кировича Мосова. Да, вот. Это учебный год 13-14, то есть не думайте, что это четырехклассник в современном понимании, да? А 4 класс тогда это вот человек уже такой 16-17 лет, молодой человек. Но тем не менее, можете обратить внимание, вот это вот его тетрадь по черчению, насколько он аккуратно рисовал, насколько он аккуратно чертил. Нужно понимать, что это не карандаш, а получается вот чернилами. А надо отметить, не просто шариковая ручка, а Пером. Пером. Да, пером. Перьевая.
И вот получается, у человека, там еще много чертежей, конечно, и невозможно вот так прямо все показать, но тем не менее сейчас вот здесь, смотря на этот документ, можно получить некоторое представление о том, насколько вот человек с прилежанием подходил к делу. Вот здесь он нарисовал вот такой вот механизм, тоже все аккуратно. А вот тетрадь его же. Труд кормит, олень портит. Вот такое вот его письмо. Здесь можно увидеть, как учитель проверял его работу. Можете вот да, ближе подойти тоже посмотреть. Тоже очень интересно. Вот вообще неплохо было бы, на мой взгляд, да, идея такая, как-нибудь вот организацию выставки провести, чтобы были документы именно о детстве и юношестве знаменитых исторических личностей. Это, по-моему, для людей это было бы очень интересно, потому что у нас хранятся документы именно, ну, такие многочисленные документы, которые именно свидетельствуют и рассказывают о времени их обучения, то есть школьные годы знаменитых личностей, Аюнского, Паракова, Аммосова, да практически кого угодно, потому что есть отдельные фонды и училищ, да. Вот там все есть. Там, например, есть журналы о прилежании, о поведении, там кто какие оценки получил, кто как экзамены сдавал. Это, я думаю, тоже интересно, потому что мы привыкли выставки и вообще акцентировать внимание уже непосредственно на самих исторических делах, которые делали люди, да? Но при этом мы оставляем на заднем плане то, как становилась их личность в ранние их годы. А это, мне кажется, тоже не менее интересная вещь, поэтому... Да, и дневники тоже, все это было бы интересно. Поэтому, ну, завершая вот такой вот свой экскурс, да, хотелось бы сказать, что вот именно такие документы, рассказывающие о жизни человека, они вот, как и было сказано, показывают нам человека сквозь время, и человека как не как просто установившаяся личность, а как процесс, как человек взрослел, как человек жизнь свою прожил. Да. Я вот, например, из своей личной трудовой деятельности я участвовал в подготовке издания нескольких сборников документов. Например, я работал над сборником Василия Васильевича Никифорова «Тюлемир». Да, это был достаточно такой большой сборник. Я занимался отбором документов, печатал их, и когда вот работаешь, ты читаешь все эти документы, и получается, что ты как будто вот проживаешь вместе с ним какую-то жизнь. Ты начинаешь изучать книги, его документы, начиная с самого его рождения. Рождается человек, все это фиксируется, у него вот такие родители, он жил здесь, потом они переселяются. Вся их жизнь прямо протекает перед тобой в таком ускоренном виде. За несколько дней, за несколько месяцев ты проживаешь всю его жизнь, замечаешь, видишь все жизненные ситуации, в которые попадал человек, что он чувствовал, что переживал. Моменты его счастья, моменты его несчастья, все это вот проходит сквозь тебя, и ты как будто чувствуешь вообще вот такую вот связь, о чем я говорил ранее. И поэтому, завершая, я вот так вот подчеркиваю именно важность исторических документов как самый такой вот подлинный и самый объемный, самый такой настоящий носитель исторической информации и самого духа времени и духа истории. Спасибо, Вячеслав Сергеевич. У нас уже идет к завершению нашей сегодняшней открытия выставки. И если у вас есть пожелание выступить, задать вопросы, дать комментарии, замечания, предложения, например, сегодня очень хорошее предложение прозвучало насчет организации вместе с Национальным архивом проекта по именно детстве. Там же могут быть и письма, и дневники. Вообще это действительно мы... Непочатый край. Да, мы обычно обращаем внимание на политическую деятельность человека и так далее, да? Ну, чего он достиг, а то, что касается, о чем он думал, о чем сожалел и так далее, это как раз письма, это дневники. И уже и вот эта внутренняя сторона человека, она тоже должна быть отображена. Конечно. Хорошо, можно я прокомментирую тоже? Да. Во-первых, эта выставка, конечно, тоже очень впечатляет. Но я для ребят, которые здесь собрались, хочу прокомментировать некоторые документы. Вот то, что был, например, вот сельскохозяйственный словарь справочник. Да? То есть мы видим, что личность Исидора Никифоровича, она была очень многосторонняя. Конечно, можно сказать, что это человек, который занимался государственностью. Поэтому он вынужден был как бы заниматься многими вопросами. Но мне кажется, это не совсем так, потому что даже эти документы передают его личность, очень разностороннюю. В нашем современном 21 веке
люди стали достаточно однообразными. У нас узкоспециализированные какие-то виды деятельности и так далее. И самое главное, основа того, что Исидор Никифорович был таким многосторонним, его соратники, мне кажется, был его удивительный патриотизм. Потому что он брался за все это, он изучал все это, потому что он хотел, чтобы республика развивалась во всех направлениях. Ведь очень много у него трудов было по транспортной инфраструктуре. Очень много было статей по сельскому хозяйству. По-моему, он даже возглавлял отдел ЦК по сельскохозяйственному сектору вообще по Дальнему Востоку. И я бы хотела еще прокомментировать вот этот документ, который вот мы говорили каллиграфическим почерком. Да? Дело в том, что вообще 20 век, и до этого, возможно, да, люди, которые были образованы, с особым уважением относились к тексту, к содержанию и, главное, по форме, как выглядит человек, вернее, его запись, которую он оставляет. Да? В наше время, вот я говорю специально для наших студентов, мы этим немного пренебрегаем. Да? Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Хотелось бы еще сказать о том, что Исидор Никифорович, конечно, трагическая судьба была. Да? И очень отрадно, что факультет, университет и, конечно же, наши музеи и, самое главное, Национальный архив сохраняют память об этом человеке. Вот для нас в университете обязательным предметом является история России, да, на всех направлениях подготовки. И в том числе часть региональной истории, мне кажется, очень важное и значимое место мы должны уделять именно историческим личностям. И безусловно, Исидору Сидоровичу Барахову. И это отрадно, что я бы хотела поблагодарить своего коллегу Айтала Игоревича за то, что он выступил инициатором такой выставки. Хотелось бы, чтобы эта выставка развивалась. И было у нас всегда такое место, в которое мы с радостью приходили и прикасались к этим источникам. При помощи Национального архива я хотела поблагодарить наш уважаемый исторический парк, лицей Дмитрия Ивановича. Спасибо. Если есть у кого комментарии, пожалуйста. Глядя на эти замечательные, скажем так, потрясающие документы и размышляя об историческом значении, у меня вот такой простой вопрос. А как дела обстоят вот с переводом на цифровой формат? Национальный архив уже давно, несколько лет подряд, целенаправленно занимается созданием страхового фонда в цифровом формате. То есть страховой фонд создавался всегда. Просто до этого носители были в виде таких вот лент, да, специальных фотографий, фотокопий, микрофильмирования, да, была специальная аппаратура такая. Но потом цифровые технологии позволили сделать этот процесс, ускорить его, да, и сделать более надежным, как я сказал. И сейчас в сотрудничестве с некоторыми предприятиями, которые занимаются этим именно цифровизацией документов на коммерческой основе, проводится постепенная цифровизация, но, конечно же, в первую очередь оцифровываются документы, которыми люди пользуются чаще всего. То есть у нас есть читальный зал, в который приходят люди и ищут документы по интересующим вопросам. А это чаще всего история семьи, биография предков, генеалогическое древо или история наследия. То есть оцифровываются документы такого вот характера. То есть это метрические книги, религиозные сказки, документы о статистике, да, по населению, по демографии, это вот документы статистического управления, а также документы государственных учреждений. То есть то, что с целью, чтобы избавить документы от постоянного стресса, можно сказать. Потому что чем чаще заказывается документ, тем быстрее он изнашивается. И чтобы этого не было, в первую очередь цифровываются такие документы. Но работа идет довольно плодотворно, я сейчас не могу сказать точные цифры, но там уже на сотни тысяч вообще идет. Но процесс долгий все равно, потому что, как я уже говорил, объемы у нас огромные на хранении, которые документы находятся, но работа идет целенаправленно, планомерно. И задача историков и главного национального архива задача, чтобы вот то, что документы, которые мы видим здесь и сейчас, они были сохранены, мы как раз говорили, да, на 100 лет и 200 лет
были сохранены в таком же виде, а еще лучше на 1000, да? В таком же формате, который мы сегодня видим. Вот главная задача историков и национального архива. Да, и поэтому оригиналы документов выставляются крайне-крайне редко. Можно сказать, вообще не выставляются. Но вот сегодня вот исключительные случаи, можно сказать, вы можете именно видеть эти документы в таком вот общем доступе, без каких-то ни было преград, ограничений. Это, можно сказать, беспрецедентный случай. Да, это историческое событие. Это историческое событие, да. Которое продолжится до 3 И часов вы запомните сегодняшнего это дня. всю свою жизнь. Хорошо. Спасибо. Ну, все. Спасибо всем, кто подошел. И вот об этом фильме мы не сказали. Да. Евгений Анатольевич здесь присутствует, да? Это фильм, который, ну, по крайней мере, по информации, которая у нас есть, он нигде еще Не показывал. не показывался. Это какого года фильм? Это вот фильм 30-х годов. По-моему, это 32-33. Потому что там было написано, за 10 лет Якутия сделала большой скачок. Ну, вот такая. Вот десятилетию. Десятилетие, да. Так что вот такой двойной эффект. Да. Документы, которые еще никто не видел, и фильм, который еще никто не видел. А это все называется историческая память. Историческая память. Даже стекло у нас делают. Да,